Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие конкретные изменения произойдут в вашей жизни в ближайшее время? Загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, давайте пойдем по порядку. Что-то на вас тут много всего навалилось. Вы тут и сами на себя взяли, и кто-то вам тут, смотрите, накидал задач, проблем, каких-то острых и тупых ситуаций. Да? Вы как стрелочник, понимаете? Одна за всех и никого рядом с вами, как говорится. Да? Если помочь, никого. Если кому-то помочь, то все прям руки тянут. И все тянут руки к вам. Не просто вам живется. Жизнь такая, знаете, как белка в колесе. Куда бегу? Зачем бегу? Ах, лишь бы сил хватило, да? До очередной высоты. А высот вы много берете по жизни. Причем такие высоты берете, какие многим и не снились. Жизнь у вас богатая на события. Да. Хочется тишины, хочется покоя, хочется надежного человека рядом. Знаете, кому-то не хватает любимого рядом. Вот с кем просто посидеть, поговорить, да, на кого положиться, кому довериться. А кому-то не хватает друга по жизни. Да, вот прям одиночество, не с кем поговорить. Мои хорошие, я спешу вас обрадовать. В вашей жизни появится очень милый человек. Добрый, открытый, надежный, немножечко ленивый, но тем не менее. Это меньше из зол, да, которые могли бы быть в этом человеке. Смотрите, с левой стороны такая хорошая фигурка с веточкой в руках берет вас за руку. Веточка символизирует защиту, покой, доброту и помощь. Такой человек в вашей жизни появится. Кто ждал любви? Прекрасное знакомство, любовные отношения. Кто хотел дружбы? Не менее прекрасное знакомство, не менее хорошие отношения. Единственное, что у вас с этим человеком не в тот срок, который вы загадали, а чуть позже будет развилка. И вам нужно будет принимать решение. Продолжать с этим человеком, либо отпускать этого человека. Это дело будущего, да, я думаю, вы разберетесь. Вы уже как будете знать друг друга, вы будете понимать, что за человек, и будете принимать это решение самостоятельно. Развилочка будет. То есть можно вместе пойти, а можно немножечко поменять направление движения и опять же, да, может быть и партнера поменять. Так, но на ближайшее время, на ближайший срок, смотрите, вы не одна. Вы не одна, либо если смотрят меня мужчины, да, вы не один. Видите, за ручку вас берет, и эта веточка, видите, как вас закрывает, да, как под защиту берет вас. Хороший знак, мне нравится. Так, дальше. Здесь у меня лисичка с таким шикарным хвостом стала на задние лапки. Лисичка — это вы. Вы, ваша смекалка, ваш острый ум. Вы знаете, вы очень талантливый человек. Очень талантливый. Вот кем бы вы ни были, мужчина, женщина, возраст, неважно. Вот кто зашел на мою цыпку? Вот лисичка не просто так показали. Человек, который обладает талантами, способностями, опять же, острый ум, аналитика, прекрасные спикерские способности. Но при этом человек сам себя не раскрывает. Человек стесняется, человек зажимается,
Человек думает о себе хуже, чем он есть. Видите, лисичкой вам стать. Вот так вас судьба возьмет в обороты, жизнь вот прям сама вас заставить стать этой лисичкой, либо раскрыть себя в виде лисички. Если вы никогда не скрывали ничего, никогда не играли с информацией, вот и я вижу, что вы начнете. Вы начнете адаптироваться под обстоятельства и под определенных людей. Это не значит, что вы прям станете там жуликом, шулером. Нет, нет, наоборот. Вы станете человеком, который умеет найти подход к другим людям, да, либо к любому другому человеку. Вот если вам нужно, вы умеете. Если вам не нужно, вы просто мимо проходите. Понимаете, вот так идет. Кто-то начнет говорить. И говорить очень складно, очень красиво. Своими разговорами вы будете просто как сирена. Да, сирены, они же как там гипнотизировали моряков. Моряки были готовы на все ради песни сирены. Вот и вы так будете гипнотизировать там мужиков, начальников, начальниц, каких-то людей важных в вашей жизни, да, важных, нужных. Прям как цыганский гипноз на одном дыхании с человеком. И человек такой, и все. Я вашей к вашим услугам. Вы талантливый человек, как хотите. И это у вас есть, и причем оно есть с рождения. Видите, как по генам вам передалось. То, что вы этим не пользовались, это другой вопрос. Но видите, как жизнь заставит. По-другому не скажу, простите, но вижу, что жизнь заставит. И вы знаете, это во благо. Во благо вам, моим дорогим зрителям, пользоваться теми талантами, которые у вас в генетике заложены, да? Талантами, которыми наградила вас природа. Кто-то, кстати, благодаря тому, что станет лисичкой, да, и карьеру себе сделает, либо получит то, что давно уже заслуживал. Вот. Но не зря ж на задние лапки, да? То есть лисичка стала выше, больше возможностей у нее, так и у вас больше возможностей будет. Так, идем дальше. Здесь у меня человек с рыбьим хвостом. Что сказать, обычно русалками нам показывают людей, которые выдают себя не за тех, кем являются. Людей, которые очень много врут, искажают действительность. Вот такой человек, к сожалению, есть в вашем окружении. Мне нравится, что этот человек виляет хвостом, но в другую сторону. То есть либо человек больше не сможет вас за нос водить, да, вам все станет ясно и понятно про этого человека, либо человек отплывает от вашего берега, да, и плывет в совершенно другом направлении. То есть одним лицемерным товарищем в вашем окружении станет поменьше. И это хорошо. Это действительно хорошо для вас, для вашего будущего, для вашей жизни. Это очень хорошо. Так, еще. У кого-то изменится обстановка, атмосфера в семье и в доме. Из какой-то гнетущей, тревожной, конфликтной и безнадежной, смотрите, как надежда, улучшение, доброта и вот какое-то единство идет. Вот в семье, между родственниками, между близкими людьми. Люди становятся ближе друг к другу, люди к друг другу тянутся. Уходят негативные моменты, аспекты уходят негативные, а наоборот, вот как, знаете, зарождается нечто прочное, сильное. Да, без слов люди, смотря друг другу в глаза, понимают, что они семья, что они близкие, что они любят друг друга, что они друг другу готовы помогать, не знаю, везде и во всем. Вот. И если сейчас конфликт, все это прекратится. Причем прекратится, знаете, как само собой, как рассосется. Возможно, вы чистки делаете, возможно, вы молитвы хорошие, правильные читаете, правильно читаете, да, от сердца просите. Не по написанному читаете, там, стараясь повторить каждое слово, а как сердце подсказывает. Да? Вот сердцем обращаетесь к Создателю и получаете моментальный, как говорится, ответ. Да? Помощь моментальную получаете.
Ну вот прям приятно, это приятно. У вас в семье тройка. Понимаете, тройка — это солидарность, это сплоченность. И это, конечно же, один за всех и все за одного. Очень хороший знак, особенно вот в семье, в доме. Прям душа будет радоваться у вас. Вы поспокойнее станете, вам будет приятно возвращаться домой. У вас какие-то даже новые интересы с вашими близкими. Там, обсуждения, интересы, занятия новые появятся. Кстати, кто-то заведет животное, в дом возьмете животное. И это животное будет не конкретно чье-то, ребенка, либо ваше, а для всех. Да, вот новый член семьи идет. Может быть, вокруг этого животного вы больше интересов, да, и больше разговора вести будете. Но я вижу, что у вас в семье троечка. Это хороший знак. Так, еще. Какой-то человек перед вами будет каяться, раскаиваться в чем-то. Вот есть в вашем окружении человек, который перед вами очень сильно виноват. Какие-то неприятности доставил, либо что-то вы потеряли, утеряли, упустили из-за этого человека. И вы долго вот себе голову ломали, самоедством занимались, что вот, дескать, там я какая-то не такая плохая, там все из-за меня это произошло. А вот человек возьмет вам и скажет: а вот ты знаешь, не могу я с этим жить. Помнишь, там такая-то ситуация была, а это ведь из-за меня. Из-за меня. Вижу, что вы, конечно, тут захотите рвать и метать, потом посмотрите, что человек чистосердечно, да, раскаивается, в глаза этому человеку посмотрите и простите. Простите и отпустите эту ситуацию. А эта ситуация, смотрите, либо потеря, да, она вам жить не давала спокойно. Во-первых, это было вашим комплексом. Во-вторых, вы очень боялись повторения такой ситуации. А теперь вы поймете, что вы ни при чем, да, что это чужими руками, грубо говоря, все получилось. И вам легче станет прям выдыхать. Кстати, сон после этого наладится у вас. Вот спать будете хорошо, крепко, как младенец. Прекрасная ситуация. Видите, если человек чистосердечно раскаивается, конечно же, и можно и понять, и принять, и простить. Да? Все-таки совесть, она ведь свое дело делает. И вам легче станет, тому человеку легче станет. И у вас с этим человеком отношения очень укрепятся после этого. Укрепятся, да. И, знаете, человек на протяжении еще нескольких, мне вот как-то идет лет, не месяцев, лет, будет стараться всеми возможными способами перед вами загладить свою вину. И даже если вы будете говорить, что нет, все, хватит, не надо, я там все простила, да, не проблема, забудь, человек все равно будет стараться. И это тоже похвально, это тоже приятно, для вас приятно. Так, здесь у меня счастливая семья. Причем мне семью показали очень странно. Очень сильная, мускулистая женщина, мужчина в женском одеянии, он в юбке, и он худой, и ребенок. Ребенок, как звездочка, вот честное слово, звездочка. Опять же, детей у вас может быть и больше, да, и там и двое, и трое, но вот один из, вот как звездочка вышел, блеснет, ребенок блеснет. Какой-то талант, либо какая-то уникальность вашего ребенка прославит вашего ребенка, либо ребенок станет узнаваемым, либо ребенок добьется действительно очень какого-то невероятного звездного успеха. Почему женщина такая мускулистая? Я так понимаю, что у вас, дорогие мои женщины, ждут великие дела. Дела не кухня, там уборка, стирка и прочее, а именно работа, деловая активность, либо рост вашего мастерства. Мужчина в данном случае вышел как ваш помощник. То есть, скорее всего, вы с мужчиной поменяетесь местами. Вы будете, как говорится, работать, добывать, развиваться, расцветать, а он будет вам помогать, скорее всего, с домашними делами, обеспечивать там уют, питание, да, приготовление пищи, стирку, уборку и прочее, прочее. У кого-то отыграется, что мужчина просто станет помогать вам.
Да? Не все на себя возьмет, ну, частично будет вам помогать. Но то, что женщину ждет расцвет именно в ее работе, в ее деле, в ее таланте, в ее умениях, это 100%. Для семей, пар, у кого нет детей, вот эта звездочка, скорее всего, ваше общее начинание. Может быть, какой-то бизнес, да, семейный бизнес на двоих. Но при этом женщина у нас здесь самый главный генерал, а мужчина как помощник выступает. Ну что ж, во время эмансипации почему и нет? Почему? Если вы более талантливая, чем мужчина, почему нет? Главное, что каждый с благодарностью принимает свою роль. Вот это главное. Великие дела вас ждут, мои дорогие, и это прекрасно. Так, еще угроза со стороны женщины. Опять же, угроза может быть по жизни, да, у вас такая соперница, знаете, соперница в делах, соперница в карьере, соперница, может быть, даже в межличностных отношениях. А у кого-то отыграется действительно соперница в любви. Вот в прямом смысле слова, да, любовница, либо ревнивая мама, да, которая вот думает, как же так, да, я же сына для себя рожала, как же я этой женщины недостойно его отдам. Ох, и надо ж мне все испортить, ну я же по-другому не могу, я же мать, да. Ну, кому-то не повезло, вот вижу, да, у кого-то прям так отыграется. И, понимаете, и вроде как и человек она неплохой, ну вот эта блажь вошла в голову, и хоть ты что, хоть сидь, хоть плачь, хоть скачь, и он все равно. И знаете, чем старше она становится, либо будет становиться, тем будет хуже. Она будет больше ревновать, она будет там просто кидать все свои силы на то, чтобы этого мужчину, сына, да, своего сына назад к себе вернуть. Ну, типа, это ж мой мальчик, да, пусть со мной рядом будет. Ну ничего, что он там несчастливый, что он там любовь потеряет, там семью у него не важно. Важно, что он есть у меня, а я типа у него. Ну такое, деструктив. В чистом виде деструктив. Значит, мои хорошие, что произойдет? У вас идет возможность как-то попрощаться с этой женщиной. Причем в два этапа. Один временный, а второй уже на постоянной основе. Но здесь нужно проявить стойкость. Знаете, как железный характер. Стоять на своем и стоять до последнего. Если нужно шантаж, шантажируйте. Если нужно ультиматум, делайте. Вот как-то так идет. Первый раз вы расстанетесь на какой-то короткий промежуток времени и поймете, что ой, как классно без этой женщины, вообще все получается, все идеально, все прекрасно. А во второй раз уже идет на постоянку. Но здесь нужно проявить характер, нужно настоять на своем. Запомнили, да? То есть возможность такая есть. Как только эта женщина выходит за рамки, за пределы вашей жизни, все, у вас все хорошо, у вас вообще нет проблем ни с кем, ни с любимым, ни в социуме, да, все в порядке, все хорошо. Как только женщина опять появляется, ее энергетика, знаете, как мне идет, она для вас такая похожая, как на радиацию. Вроде ее нет рядом, вот прям не контактируете, но эти радиоактивные волны, они до вас добираются. Ну, выходит именно так. Здесь проявите характер. Стойте на своем, ставьте вопросы ребром и не уступайте даже на миллиметр. Вот это очень важно. Женщина выпадает, жизнь у вас улучшается. Ну, вы и сами это поймете. Вы поймете, о чем я говорю. Сейчас, да, многие скажут, да как это может быть, а что я могу сделать? Нет, вы поймете. Вы поймете, придет время, вы все поймете. Вы это, во-первых, попробуете, а потом поймете. Так, еще. Но здесь конь идет. Конь, понимаете? Конь, причем конь какой-то шикарный. По коням у нас проходит работа и проходит у нас средства передвижения. Опять же, это может быть и автомобиль,
и мотоцикл, и, не знаю, там, велосипед, скутер, в конце концов. Средство передвижения вам идет. У кого-то отыграется, что вас будут возить. Ну вот водитель возит, да? У кого-то отыграется, что придется самой. Ну да, придется. Если вы умеете водить, будете водить. Если не умеете, придется учиться. И вы будете учиться. И вы научитесь. И научитесь, знаете, как хорошо. Будете вон этим, тем, у кого там права по 30 лет, фору давать. Он говорит, смотри, как я умею. Мастер-класс. А человек так сидит, там 30-40 лет стажа, и так челюсть отпадает. Он говорит, как же так? Ну надо же, да, чудеса. А это не чудеса, это мастерство, и это ваши уникальные способности. Вот чтобы вы для себя понимали. Смотрите, помимо всех ваших новых наработок, новых возможностей, я вижу, что вы еще чем-то заниматься будете, вот незначительным, мелким. Мне вообще вы идете в роли садовника, который, ну вот кто занимался выращиванием растений, да, те знают, что сначала нужно там эту рассаду посадить, вот она прорастает, вы ее прорежаете, потом вы там рассаживаете. То есть несколько этапов, прежде чем вырастить какое-то растение. Вот вы мне выходите таким садовником, кто начинает садить, только лишь садить эти семечки, да, и проращивать рассаду. То ли вы себя в чем-то искать будете, то ли вы сразу одновременно будете увлекаться несколькими, там, ну, я не знаю, делами, начинаниями, интересы, вот, да, несколько одновременно у вас идет. И знаете, у вас времени на все будет хватать. Потому что вам будет нравиться и то, и это. И вы как себя ищете. Помимо основного вашего занятия, заработка, вы еще себя в чем-то будете искать. Вы, кстати, будете сами себе вот вопросы задавать, да? Откуда у меня силы, откуда у меня энергия, откуда у меня знания, откуда у меня тяга к тому или иному делу. Ну вот вы как опытный садовник эту рассаду посадите, а потом ее очень удачно проредите. Вот мне идет, что вы чем-то основным занимаетесь, и в будущем еще какая-то как, ну, отдушина для души, назовем так, да? Дело, которое приносит вам в первую очередь удовольствие. О деньгах вы не думаете, вы лишь только думаете о своем удовольствии. А потом окажется, то, чем вы занимаетесь для удовольствия, может приносить вам средства гораздо большие, чем то, что вы вот в основной своей деловой активности делаете, создаете, либо чем занимаетесь. Прям, знаете, очень необычная отсыпка сегодня. Очень много знаков идет вот вашего роста, развития, опять же, работа, призвание, талант, да, вот как раскрытие идет. Вот не удивляйтесь, но в ближайшие, вот давайте по максимуму возьмем, да, 2 месяца, вот как хотите, вы найдете себя, вы найдете, либо вы определитесь, что вам нравится, что у вас получается, к чему душа ваша тянется. И это вот никак не связано, либо практически никак не связано с тем образованием, которое вы получили. Что-то совсем другое идет. Ну, допустим, вы преподаватель, да? Преподаватель вуза, либо преподаватель, ну, допустим, в школе. И вдруг вы поймете, что вы очень классный риэлтор, да? И квартиры, там, дома у вас как горячие пирожки разлетаются. Понимаете, вот как-то так идет. Талант, у вас талант. Кстати, не один. У кого-то прям отыграется прям целый букет талантов. И представляете, вот аромат букета, да, вот когда один цветочек пахнет класс, а когда аромат смешанный, ну, шедевр. Вы вообще ходячий шедевр. Вот мне так хочется про вас сказать. Такая информация о вас идет с потока. Вы не только других будете удивлять, вы и сами себе будете удивляться. Вот какая же я есть на самом деле.
А кто-то из моих дорогих зрителей, вот жизнь человек прожил, да, ну, не молодой человек, и никогда о себе подумать не мог, что вот обладаю такими талантами, такими способностями, либо могу вот, да, брать быка за рога, ставить там судьбу на колени просто, и у вас это будет, оно к вам идет, оно изначально было вам на роду написано. Просто путь к этому успеху, к этой роли в жизни, он затянулся у вас, немножечко где-то там попетляли, кто-то вас не тем путем, там, подсказочку не туда вам дал, да, кто-то специально вам там капканчиков нарыл, наставил. Вот, поэтому немножко блукали. Ну вот, дошли, доходите. У кого-то вот прям совсем-совсем, там буквально 2 шага, и вы уже у своей цели. А кому-то еще чуть-чуть придется пройти. Но мне очень нравится ваша энергетика, нравится, посыл нравится. Каждый знак, который я здесь вижу, мне очень нравится. Вот кто зашел именно на эту отсыпку, вы должны для себя знать, что ваша жизнь изменится диаметрально. Диаметрально. Вот видите, как у нас корень рисунка? Проблемы, тяжесть, озабоченность, там некогда не поесть, не присесть. Да, я что не говорю про полноценную жизнь. Нету полноценной жизни. Это начало. А здесь вы садовник, мудрый мастер, который знает, что делать, понимает, что делает. Вот всю жизнь в его руках, или в ее руках. Так идет. Ну, я за вас безумно рада. Я не знаю, что еще добавить, но кроме, наверное, вот то, что у вас еще и глаз Бога вышел прям в самом центре. Но высшие вам присудили новую счастливую жизнь. Жизнь по-новому. Не так, как вы привыкли, а по-новому, так как вы еще никогда не жили. Это то, чего вы достойны. Так, мои хорошие, на этой прекрасной ноте хочу закончить и пожелать вам терпения и решительности. Знайте, что ваша жизнь и ваша судьба только в ваших руках. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.